спасибо, что пригласили. Очень здорово. Целый день ходим по городу, встречаемся, гуляем, мне очень нравится Ижевске. И первый вопрос, который бы мы хотели задать, вы наверняка успели оглядеться, погулять по Ижевску, как вы сказали. Да, конечно. Как-то глазу увидеть, почувствовать атмосферу Ижевска, столицу Удмуртии, первый раз. Да, вы И, конечно же, у вас создалось первое впечатление. Какое оно? Ну, первое впечатление, что город красивый, то, что называют прудом, оказалось огромным водохранилищем. Очень он на меня огромное впечатление произвел. Вообще город очень хороший. Так вот, ну, я, конечно, его не знаю пока еще очень хорошо, но центральная часть, то, что мы пошли пешком, мне очень понравилось. Дмитрий Александрович, в одном из интервью вы признались, что любите путешествовать больше, чем ваши друзья и родственники. А в каком месте вы были самым интересным? Что вам запомнилось? Ну, на самом деле иногда заносят по там, приглашению библиотек, там, систем библиотечных, какие-то маленькие поселочки, села очень далеко от больших городов. Там все необычно. В больших городах все-таки немножко не так. Там, конечно, запоминается больше всего. Я вот в этом году был в Якутии, был на Камчатке, везде был. И это всегда запоминается. Наверное, данное путешествие является своеобразным свежим глотком, вдохновением в вашем творчестве. Так ли это на самом деле? Ну, конечно, из каждого города производишь какие-то новые впечатления, новые идеи, новые мысли, новые лица. Это все очень нужно писателю, потому что нельзя все время сидеть перед компьютером и писать. Нужен какой-то свежий глоток. А как вы стали писателем? Известно, что вы начали писать чуть ли не с 9 лет. Почему именно вот вы выбрали такой путь? Ну, мне нравилось писать, конечно, в 9 лет я никакой профессии не выбирал, просто мне нравилось читать, мне нравилось придумывать свои разные истории. И так вот все вообще началось. Потом я уже на филологическом факультете написал «Дракончика Пыхалку», «Приключения Мавяшки», «Стрельчули». Это были первые повести сказки мои. Наверное, как и у любого и каждого человека, у вас есть свои кумиры, почитатели. Они у вас есть? Да, есть те, которым нравится то, что я делаю. Они мне часто пишут, мы с ними бродим в Москве там, или еще где-нибудь, когда кто-то приезжает. Очень интересно бывает посмотреть на разных людей. Не секрет, что многие герои произведений являются прототипами реальной жизни. А есть ли у ваших произведений реальные герои? Ну, бывает, что меня поражает там, внешность какого-то человека или еще что-то, я его в той или иной степени задействую в книге. Но так, чтобы вот совсем встретить там, не знаю, девушку или молодого человека и переставить в свою книжку, такого у меня никогда не было. Мне кажется, если бы такой герой был, то я не испытывал бы нужной степени свободы. Я чувствовал бы себя зависимым от реального человека. А мне все-таки удобнее, когда герой придуман мной. Когда он намного более правдоподобен, и мне, ну там, не знаю, проще с ним что-то сделать такое совсем глобальное, убить его там, еще что-то делать. В своих произведениях вы много пишете о чудесах. Ну, как скажем, ваше произведение про фильмы чудеса. Дмитрий Александрович, а сами в чудеса верите? А чудеса происходят в нашей жизни постоянно, нужно просто уметь их видеть и нужно понимать, когда они происходят и почему. Но, конечно, чудеса это не так, что я там сейчас очень захотел, там дождик пошел или там силой студиями жонглировать. Это не чудеса, а фокусы. Чудеса это какие-то такие важные глобальные события, которые нам посылаются. Часто это абсолютно разовые чудеса. То есть то, что для вас является чудом, вашему знакомому или там родителю или еще кому-то может показаться, ну, просто самой рядовой вещью. То есть чудеса это что-то, в общем, настоящие чудеса это что-то разовое и незаметное, но абсолютно явное для конкретного человека.